Трансляцию заключительного соревновательного дня турнира по мини-футболу в рамках 8-х по счету спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Сегодня нас с вами ждут две очень интересные встречи, две решающие встречи, по итогам которой мы узнаем имя победителя и призеров данного турнира. Начнем мы программу с просмотра бронзового финала, в рамках которого встретятся Мирнинский район и Мегино-Кангаласский улус. Как мы можем уже увидеть по телевизионной картинке, мирнинцы сегодня будут выступать в белых футболках и белых шортах. И, соответственно, их соперники, мегинцы, они будут играть в черных футболках и белых шортах. Вчера команда Мегино-Кангаласского улуса в упорной борьбе уступила сборной города Якутска со счетом 1-2. И что касается мирнинцев, то там, конечно, был у нас настоящий триллер. Мирнинцы уступили команде хозяев соревнований Усть-Алданскому району в серии пенальти. 2-2 дополнительное время завершилось. Нет, конечно же, не так. 2-2 завершилось основное время. И два мяча в самой концовке встречи, вот уже в дополнительных таймах, Джилустан Пестряков дважды отличился, стал героем данной встречи. Сначала Джилустан забил с 10 метров после шестого нарушения правил соперников, а затем уже при игре 5 в 5 полевых Джилустан поразил пустые ворота. Но если заглядывать еще глубже, то в 1/4 финала Мирнинский со счетом 3-1 выиграл у Горного района. Ну а Мегино-Кангаласский улус со счетом 3-1 обыграл Усть-Алданский улус, вторую команду. И мы можем также, друзья, обратиться к групповому этапу, раз мы начали смотреть итоги выступлений. Мирнинская команда со счетом с первого места вышла из группы А. Две победы, одержав со счетом 5-1 над командами Алданским и Оленёкским улусом. Ну а Мегино-Кангаласский вышел с первого места с группы С. Со счетом 5-3 они выиграли у первой команды Усть-Алданского улуса в заречном дерби. Со счетом 4-3 выиграли у Нюрбинского улуса. Ну давайте перейдем к составам играющих команд. Начинают объявлять состав Мегино-Кангаласского улуса. Давайте и мы также обратимся к составу. Номер 1 Айсен Савин, вратарь. 10 Михаил Никифоров, Алексей Дмитриев, 13 8 Владимир Аросин, 3 Евгений Скрябин, капитан команды, 77 Рустам Ларионов, 4 Юрий Афанасьев, 11 Николай Дьяконов, 7 номер Игорь Дегтярев, 19 Эдуард Афанасьев, 12 Данил Бурнашов и 9 Лев Захаров, тренер Спиридон Васильев. Перейдемте к составу мирнинской команды. Выступают они, как я уже сказал, в белой форме. Итак, Мирнинский район. Стражи ворот Павел Репин, номер 1, и 20 Василий Мартынов, полевые. 2 Данил Каримов, 11 Игорь Кайсаров, капитан команды. Номер 9 Никита Никитин, 8 Олег Олейников, 5 Степан Степанов, 4 Вячеслав Ярославцев, 10 Эльдар Инамжанов и 7 номер Геннадий Сергеев, тренер команды Алексей Денисов. Обслуживают встречу арбитры, которые были специально приглашены из Центральной России. Специалисты, которые представляют Ассоциацию мини-футбола России. Ну и, как вы понимаете, после этой встречи мы начнем просмотр финала матча за право зайти на высшую ступень пьедестала, в рамках которого сборная Якутска, которая является действующим победителем, победителем последних игр, которые прошли в 2019 году в Амге, и команда хозяев. Первая команда хозяев соревнований. Две пары очень и очень интересные. Две встречи мы покажем в прямом эфире. Напомню, что при ничейном результате в основное время будут 2 экстра тайма по 5 минут. Ну а если даже в дополнительное время команды не выявят победителя, то мы приступим к серии пенальти. Команды пробьют по 3 удара.
Ну а сейчас приветствие команд и сессия рукопожатий. Капитаны команд приглашаются к центру поля. У мегинцев капитан в данной встрече Михаил Никифоров, который прекрасно знаком якутским любителям футбола по выступлениям за футбольный клуб Якутия, который выступал во втором дивизионе зоны Восток. Ну а у мирнинцев капитан Игорь Кайсаров. Все, жеребьевка прошла, и команды останутся на тех же позициях. То есть слева по телевизионной картинке это команда Мегина Кангаласского улуса, справа мирнинцы. Ну и, как я понимаю, мяч будут разводить мегинские футболисты. Ну и мы видим то, что игровой снаряд производства компании Select, который используется на матчах Суперлиги. Мы можем увидеть там логотип Ассоциации мини-футбола России. Итак, поехали, дорогие друзья. Начинаем оспаривать бронзовые медали данного турнира. Попытка пробить издали в исполнении Рустама Ларионова открывает данную встречу. Но тут даже, конечно, прогнозировать, как-то предполагать очень сложно. Обе команды очень хорошо себя показали по ходу турнира. Кто-то может сказать то, что может с небольшое преимущество есть у мирнинцев. Ну, тут загадывать, конечно, очень сложно. Удар есть первый. Вернее, не первый, второй. Но тут Степан Степанов голову подставил после удара Николая Дьяконова. Угловой удар смотрим. Дьяконов еще раз может пробить. Тут Геннадий Сергеев, если бы мячом завладел, мог опасно выбегать на контрвыпад, но Геннадий не смог обработать мяч после такого быстрого рикошета. Мегинцы в атаке. Передача хорошая. И вот смотрите, как разыгрывают. Юрий Афанасьев хорошо этой передачей нашел своего сокомандника Игоря Дегтярева. Но Дегтярев не смог обработать мяч, да и сам Юрий Афанасьев не предлагал ответное открывание. Ну, так пока спокойненько у нас встреча начинается. Команды вкатываются в игру. Странно, что мало зрителей на хоккейном корте в селе Барагонцы, потому что вчера было очень-очень много людей. Понятное дело то, что Мегина Кангаласский улус находится неподалеку, и, в принципе, тут очень много любителей спорта, которые приехали поддержать спортсменов из этой команды. Нарушение правил против Игоря Дегтярева. Первый фол в этой встрече. Ларионов быстро разыгрывает, и вновь Дьяконов пробивал. Но пока удары в створ не идут. Мирнинцы начинают комбинировать. Кайсаров. Тут Геннадий Сергеев. Но Геннадий Сергеев, если при желании, да, может накрутить двух, а то и трех игроков. Это мы видели по ходу соревнований. Геннадий Сергеев выступает за мини-футбольный клуб «Заря». Конечно же, он в первую очередь ассоциируется с мини-футбольным клубом «Алмаз Алроса». Смена тем временем проходит в составе мирнинской команды. Никита Никитин выходит на площадку и вводит мяч в игру с аута. Геннадий Сергеев много лет провел в составе «Алмаз Алросы». И становился он чемпионом, победителем чемпионата России среди команд высшей лиги. Как я помню, это случилось в сезоне 17-18. В последнем для мирнинской команде сезоне. К сожалению, в этой кампании стало известно, что мини-футбольный клуб «Алмаз Алроса» прекращает свою профессиональную деятельность. Случилось это уже на стадии плей-офф. И все тогда переживали по поводу того, что команда как-то расклеится, да, в связи с этой новостью. Но наоборот, команда сплотилась. Все мы знаем, помним, да, Вадима Цая. Удар дальний от Эссена Савина. Почему нет?
Ну и Вадим Цай, один из лидеров той команды, он знаменитый свой ирокез, даже покрасил в зеленый цвет, в цвета Алмаз Алросы тогда, ну, на стадии плей-офф как раз-таки. Ну и мирнинцы тогда очень громко хлопнули дверью напоследок. Вышли в финал против корпорации ОСИ из Екатеринбурга. И вот в двух встречах решающего противостояния дважды сыграли в ничью. В Троицке 2-2 и на выезде 4-4. И Михаил Никифоров сейчас будет пробивать. Прострел на Рустама Ларионова. Ларионов с левой пытался пробить. Не получилось. Ну и как мы знаем, в высшей лиге финал. Победитель финала определяется по сумме 2 игр. Алмаз Алроса тогда домашнюю игру провел в Троицке, в дворце спорта «Квант». Ну и на выезде в Екатеринбурге была зафиксирована ничья 4-4. И по показателям голов на выезде мирнинцы стали чемпионами того сезона. Ну и, кстати, в составе Алмаз Алроса тогда выступал и Афанасий Федоров. Вот, мы сегодня увидим его в финале. Ну а пока нарушение правил против Никиты Никитина, который сразу покидает площадку. Вместо него выходит Данил Каримов. Осторожно начинают встречу обе команды. Никто не форсирует события. Можно сказать, что соперники присматриваются друг к другу, перекатывают мяч. Без такого агрессивного навязывания своего футбола. По ситуации пока действуют обе команды. И видим то, что присутствует, да? Ну, не сказал бы, что приличный, но процент брака есть. Неточные передачи наблюдаются. Ну, а пока мегинцы в атаке. Нет, такая передача не пройдет. Но на подборе сейчас Евгений Скрябин, капитан команды, отыгрывает назад на Росина. Тот пробивал с опасной позиции, но мирнинцы блокируют. Мегинцы продолжают владеть мячом. Росин на Никифорова. Никифоров сейчас переведет мяч на левый фланг. Но вот мирнинцам не получилось, да? Не удалось выбежать в контратаку. Напомню, что по регламенту турнира мы играем 23 минуты грязного времени. То есть таймер у нас идет без остановок. И последние 2 минуты уже идут в формате чистого времени. То есть при каждой остановке игры, соответственно, будет останавливаться и таймер. Владимир Росин выполнил неточную передачу, потеря мяча, и мирнинцы сейчас начнут организовывать свою атаку. Проброс на левый фланг не прошел. Афанасьев Эдуард пошел на ускорение хорошо. Но тут Мартынов, конечно же, был первым на мяче. И страж ворот мирнинской команды мяч выбивает. Вчера из-за дождя матчи были перенесены в спортивный зал местной школы. Там были сыграны, ну то есть сыгран последний матч 1/4, также разыгрывались места иные другие. И вот сегодня, нет, даже вчера, вот вечером соревнования вернулись на корт в село Барагонцы. Удар хороший, Мартынов прыгал. Так, но мегинцы сигнализируют о том, что было касание мяча со стороны мирнинцев. И что в итоге? Ну, по реакции мегинцев можно сделать вывод о том, что отворот, что ли, назначили судьи. Ну вот, а вечером судьи все-таки решили приехать обратно на этот объект. И 2 полуфинала состоялись. Ну, посмотрим, как разыграют угловой мегинцы. Двойной блок. Тут Геннадий Сергеев ногу выставлял. Степан Степанов стелился как хоккеист. Михаил Никифоров может пробить. Хорошо, все это прекрасно знают. Рустам Ларионов с носка сейчас пробивал. И что, снова угловой? Да, еще один угловой. Ну, вчера, конечно, полуфинальные игры получились очень жаркими. Ну и, конечно, стадия, да, турнира — это
подразумевает. Две встречи получились очень и очень интересными. Было очень много людей. Ну и тут, конечно, атмосфера царила. Впечатляющая. Но чем не высшая лига, чем не плей-офф высшей лиги, чем не финал 4. Ладно, смотрим. Угловой в исполнении мегинцев. Аросин делает навес. Геннадий Сергеев подбирает мяч. Будет ускоряться Геннадий, но Михаил Никифоров эту атаку заглушил. На кону бронзовые медали турнира. И видно, да, то, что обе команды достаточно осторожно подходят к этой игре. Никто не рискует. И в целом темп игры он пока очень, достаточно низкий. Мяч на правом фланге. Кто у нас там? Степан Степанов. Против него хорошо отборолись, но мяч по-прежнему Мирнинцев. Есть удар! Хороший, плотный удар в исполнении Вячеслава Ярославцева. Целился он в ближний верхний угол. Хорошо с левой зарядил. 4-й номер Мирнинцев. Да. Неточная передача в исполнении Николая Дьяконова. Мяч переходит к мирнинским футболистам. Конечно, хорошо было бы, да, если чистое время было на протяжении всех 50 минут. Например, со стадии полуфинала, да? Ну, то есть хотя бы вот решающие матчи. Но мы ограничены временем. Поэтому регламент турнира подразумевает только вот 2 последние минуты каждого тайма. Ну и тем более были переносы встреч. Хотелось бы, конечно же, похвалить организаторов турнира, потому что мы помним, что в первый день, что вчера, да, погода вносила корректировки в расписание игр. И вот даже пришлось переехать на другой объект. Справились организаторы с этой сложной задачей. Ну и тут, конечно, и другие факторы. Но смотрим атаку Мирнинцев. Передача направо. Есть удар. И есть прекрасный сейв. Айсен Савин. Вчера в полуфинале, кстати, Айсен тоже сыграл очень здорово. Вообще очень видно, заметно, когда играют, да, вот представители высшей лиги России, что вчера Никита Евтушенко как тащил, да, что Айсен Савин тоже, ну, как говорится, мастер есть мастер. Касается это обоих вратарей. Ну, а еще один, ну, не угловой это был, это подача с аута. Геннадий Сергеев сейчас будет вводить мяч в игру. Я думаю, присутствие небольшого количества зрителей, конечно же, связано с тем, что рано очень матч начался. И Геннадий Сергеев вместо удара делает передачу на дальнюю штангу. И есть взятие ворот. Счет открывает Игорь. Нет, хотел сказать Кайсаров, но нет, это Никита Никитин. 1-0. В бронзовом финале счет открывает мирнинская команда. Ну, как здорово было разыграно, да? Вот как раз говорили мы о мастерах. Ну и тут о себе напомнил Геннадий Сергеев. Вроде бы ударная позиция, но бить не стал. Ну и на повторе давайте смотреть. Передача хорошая. И вот, конечно же, на дальнюю. Ну, Геннадий сразу понял, что Никита Никитин там находится. Опасный момент. Айсен Савин вступает в игру. Вступает, причем успешно. Мирнинцы на кураже. Чуть ли за 1 минуту, да? Чуть не организовали 2 взятия ворот. Но я думаю, сейчас уже игра пойдет веселее. Мирнинцы открыли счет. И сейчас
футболистам Мегина Кангаласского Улуса необходимо будет отреагировать на текущее положение. Нарушает правила и чуть не как Кайсаровский Николай Дьяконов, конечно же. Первое нарушение правил. Вот даже, смотрите, вот сколько отыграли. 15 минут практически команды отыграли, еще и только-только первый фол. Это говорит о том, что вот действительно команды очень спокойно начали встречу, осторожненько. Ну, тут нарушения не будет. Корпус игра. Минимальное преимущество мирнинской команды. Но я уверен, что к финальному матчу зрителей будет намного больше. Потому что А. играет Якутск, Б. играют хозяева соревнований, первая команда Усть-Алданского района. Евгений Скрябин нарушал правила, позиционно проиграл своему сопернику и сзади зацепил соперника и нарушение правил. Так, у нас по фолам 1-1, если я не ошибаюсь. Вот тут хорошо может получиться. Олег Олейников хотел вот этим вот касанием на опережение передать мяч Кайсарову, но удар тем временем в исполнении Владимира Росина. Мяч мимо штанги пролетает. Ну, как-то эпизодически, да, у нас игра взрывается. Последний соревновательный день 8-х спортивных игр народов республики. Вечером у нас состоится закрытие комплексных соревнований. Ну и сейчас параллельно, конечно, тоже другие виды все стартовали. Удар Никиты Никитина. Мне кажется, Айсен Савин не видел, да, удар с самого начала. Из-под защитника игровой снаряд вылетал. Айсен Савин, тем не менее, отвел угрозу. Вбрасывает мяч сразу же на Льва Захарова. Но догнать этот мяч, конечно же, было очень сложно. Смену проводят обе команды, но не столь активно, потому что, да и погода сегодня не такая жаркая, как в предыдущие, но вчера было прохладно. Вот первые соревновательные дни, конечно, было очень тяжко. Стояла жара выше 30 градусов, и тут просто пешком пройдешься, уже обливаешься потом и вот задумываешься, да? А тут люди выходят мини-футбол играть. 2 тайма по 25. Так что спортсмены, конечно же, очень сложная ситуация. Итак, смотрим. Никита Никитин убрал на замахе Скрябина и сам запутался в своих решениях. Не нашел варианта после вот этого вот обманного движения. И в итоге атака захлебнулась. Финальный матч мы, само собой, покажем также в прямом эфире. Так что оставайтесь с нами, дорогие друзья. Тут после этой встречи, ну, сколько? Я думаю, минут 15 дадут командам для разминки. И после чего мы возобновим, вернее, нашу трансляцию. Очередной аут у ворот мирнинцев. Рустам Ларионов хорошую передачу делал. И был удар, но был также и блок-шот. Мегинцы организовали очень хороший момент, но тут же в попыхах вот есть некоторая спешка. Передача Владимиру Росину не в темп, и мяч уходит в аут. Чуть больше 18 минут команды уже сыграли. Вот есть напряжение, да, и не сказать то, что накал такой высокий и нету обилия моментов, но тем не менее встреча очень, очень интересная. И вот у нас уже остается играть-то 6 минут. Давненько я не поглядывал на таймер. По моим ощущениям, тут еще играть оставалось больше 10 минут. Михаил Никифоров с левой пробивает. И угловой зарабатывает лидер мегинской команды Михаил Никифоров.
Конечно, для кого-то, конечно, Михаил может ассоциироваться по большей степени с большим футболом. Вспоминаем мы то, что он являлся игроком и капитаном футбольного клуба «Якутия», который представлял нашу республику на профессиональной арене, а именно во втором дивизионе первенства России, зона «Восток». И тогда Михаил, конечно, у нас был одним из воспитанников Якутской школы футбола, который выступает на профессиональной арене. Но у Михаила также есть опыт, большой опыт выступлений в мини-футболе. Конечно же, само собой, он всегда выступает на соревнованиях по мини-футболу, будь то на городском или республиканском уровне. Но также Михаил играл и за мини-футбольный клуб «Заря». Смотрим, Геннадий Сергеев может накрутить двоих-троих. Вчера мы видели, да, на стадии 1/4, как Геннадий Сергеев двоих очень соперников очень легко обыграл. Но сразу видно действительно то, что вот люди из высшей лиги в определенных вот аспектах очень ярко выражается их больший опыт. Удар в ближний угол от Игоря Дегтярева. Но Геннадий Сергеев, конечно же, в дриблинге очень и очень хорош. Ну вот хорошая передача. И сейчас хотел перевесить Айсена Савина Эльдар Инамжанов. Геннадий Сергеев мог сейчас оформить очень красивый ассист. Но Инамжанов как-то очень сильно, да? Касался мяча и перекинул не только, как он планировал, да, вратаря, но и ворота. Еще и с большим приличным таким запасом. Нарушение правил. Район, второй фол. Мирнинский уже набрал 2 нарушения правил. Эльдар Инамжанов извиняется перед Рустамом Ларионовым. Ну и давайте смотреть. Бить будет или же разыграют? Юрий Афанасьев стоит на ударной позиции. Ух, как хорошо было задумано. Более явный вариант, конечно же, это передача на Юрия Афанасьева. Но Рустам передачей нашел Николая Дьяконова. Но тот, к сожалению, не смог должным образом подставить ногу, чтобы перенаправить мяч в створ ворот. Чуть больше 3 минут остается играть в первом тайме. Но мы, по всей видимости, продолжим, да, в таком темпе. Может быть, сейчас мегинцы попробуют, да, активно включиться в игру, чтобы на второй тайм выйти при равном счете. Конечно же, такая задача сейчас стоит, чтобы все начать с нуля. Задача минимум забить мяч. Но чувствуется, что потихоньку темп игры ускоряется. И болельщики гонят команды вперед. Перекатывают мяч мирнинцы, хорошо контролируют игровой снаряд. И вот хорошо сейчас и выходит в атаку. Есть удар с острого угла. Ну и само собой, конечно же, болельщиков мегинской команды их больше. Рустам Ларионов пробовал пробивать. Ну и у нас стартовали 2 заключительные минуты первого тайма, которые идут в формате чистого времени. При каждой остановке игры отсчет времени также будет приостанавливаться. Аут в пользу мирнинцев. Здорово в отбор вступил Игорь Кайсаров, капитан команды. Мало того, что мяч отобрал, так еще и
заработал аут в пользу своей команды. В стеночку играют мирнинцы, но тут мне показалось, что мяч покинул площадку. Так и есть. Дегтярев вводит мяч в игру. Никифоров играет налево. Вновь Никифоров. Аут в пользу мирнинцев. Ну, конечно, Мирнинский район — это мини-футбольный район. Пусть даже сейчас там нету мини-футбольного клуба «Алмаз Алроса», но данный вид спорта в Мирном очень любят и чтят. Играют у них вот свои регулярные лиги. Но есть условия. Знаем то, что в городе Мирном базируется красавица дворец спорта «Кимберлит», где в свое время «Алмаз Алроса» проводил домашние встречи. Очень хороший объект с прекрасным покрытием. Ну и, конечно же, там проводятся все городские лиги. Ну и Мегино-Кангаласки, конечно, тоже входит в число мини-футбольных муниципальных образований республики. У мегинцев также есть ряд хороших объектов. И мегинцы участвуют многие мегинские футболисты, участвуют и в городских лигах. Очень активно они принимают во всех мини-футбольных турнирах. Школа хорошая у обеих районов. Ну и, собственно, показатель, вернее, доказательство этому — это то, что обе команды сейчас оспаривают бронзу столь масштабных соревнований, как Игры народов республики. Но я напомню, что мегинцы на последних играх в Амгинском районе завоевали серебряные медали. Ну, давайте продолжим эту историю после розыгрыша углового. Прострел есть на Никифорова, и тут 2 в 1 выходят мирнинцы. Каримов. Ну, Данил Каримов как-то сумбурно, побежал очень хорошо. Тут я не разглядел, из мегинцев хорошо в темп бежал. Запутал Каримова и не дал возможности сделать передачу направо на набегающего сокомандника. Ну вот, в 2019 году мегинцы хорошенько так усилились. Ой, ну такое, бывает. Лев Захаров делал передачу, не убедившись, визуально, в каком темпе бежит Николай Дьяконов. И вот на ровном месте потеря мяча. В 2019 году мегинцы усилились, подписав игроков мини-футбольного клуба «Заря». Это Алексей Костенко и Дмитрий Матицын. Ну, согласно правилам, они поменяли прописку. И выступали они тогда в составе мегинцев. И, как я помню, практически без замен играли. Вот Матицын с Костенко. Только при сильной усталости они садились на скамейку. Но на протяжении всего турнира они, конечно же, очень активно влияли на исход матчей данной команды. И таким образом мегинцы вышли в финал турнира, где сошлись со столичной командой, подопечными Олега Михайловича Марченко. Получилась напряженнейшая встреча, достойная финала столь больших и масштабных соревнований. И тогда основное и дополнительное время завершилось со счетом 2-2. Причем Якутск отыгрался, как я помню. Якутск по ходу встречи уступал. Отыгрался, и серия пенальти тогда была. Ну и там было противостояние от 2 стражей ворот, которые напрямую связаны с мини-футбольным клубом «Заря». Айсен Савин, страж ворот мегинцев, и страж ворот Якутска Никита Евтушенко вступили в очную дуэль. Никита тогда уже выступал за «Динамо Самара». Да, в «Заре» его не было. И из этой дуэли победителем вышел тогда Никита. Отразил он 2 удара и сам реализовал решающий удар.
Ну и вот мы видим то, что мегинцы вторые игры к ряду добираются до решающих матчей, до самых статусных матчей. И сегодня у них есть шанс зайти на третью ступень пьедестала. Ну а пока мирнинцы атакуют 3 в 3 атака. Но сейчас уже мегинцы все вернулись. Геннадий Сергеев отыгрывает назад на Каримова. Каримов делает передачу налево. Никита Никитин попадает в соперника. Владимир Горосин без игры рукой, но плечом мяч отправил в аут. Ну и, как я понимаю, сейчас у нас уже идут последние секунды, потому что у нас 2 минуты чистого времени стартовали уже достаточно давно, даже с учетом вот минутного перерыва, который взяла команда из Мегина Кангаласского улуса. И звучит свисток, который фиксирует счет 1-0 по итогам первой 25 минутки. Напомню, что пока что единственный результативный удар в этой встрече на счету Никиты Никитина. Ну что ж, друзья, футболисты идут на перерыв. Отдохнем и мы с вами. Предлагаем вашему вниманию хайлайт минувшего тайма. И затем мы приступим к просмотру второго тайма.
Финала турнира по мини-футболу в рамках 8-х спортивных игр народов республики. Дорогие друзья, на площадке Мирнинский район и Мегино-Кангаласский улус. По итогам первой 25-минутки у нас с минимальным преимуществом лидирует команда из Алмазного края. Единственный результативный удар на счету Никиты Никитина. Ну и давайте в начале второго периода пробежимся по составам играющих команд. Сначала посмотрим угловой. Кайсаров. Прострел хороший. Геннадий Сергеев. Опасно пробивался на носка с убойной позиции. Целился в верхний угол. И малого не хватило для того, чтобы удвоить преимущество своей команды. Итак, составы играющих команд. У нас номинально сегодня гости. Это мегинцы. Начнем с них. На воротах Нарама Хасенсави, номер 1, 10 Михаил Никифоров, 13 Алексей Дмитриев, 8 Владимир Аросин, 3 Евгений Скрябин, капитан команды, 77 Рустам Ларионов, 4 Юрий Афанасьев, 11 Николай Дьяконов, 7 Игорь Дегтярев, 19 Эдуард Афанасьев, 12 Данил Бурнашов, 9 Лев Захаров, тренер команды Спиридон Васильев. Мирнинцы играют следующим составом. Вратари Павел Репин, номер 1, Василий Мартынов, 20. Полевые Данил Каримов, номер 2. 11 Игорь Кайсаров, капитан команды. 8 Олег Олейников. 9 Никита Никитин, автор пока единственного мяча. Степан Степанов, 5. 4 Вячеслав Ярославцев. 10 Эльдар Инамжанов. И 7 номер Геннадий Сергеев. Команда выступает под руководством Алексея Денисова. Ну и для вас у микрофона по-прежнему работаю я, Власий Сергеев. С большим интересом и удовольствием продолжаем наслаждаться праздником мини-футбола на хоккейном корте в селе Барагонцы Усть-Алданского района. Ну и команды начинают второй тайм стартовыми четверками. У мирнинцев мы видим Кайсарова, Ярославцева, Степанова и Олега Олейникова. Ну, тоже касается и мегинцев. Но у мегинцев первая четверка с небольшими изменениями вышла. Пока атака мирнинцев. Геннадий Сергеев. Назад на Кайсарова. Вновь Сергеев. Ну, смотрите, да, это плоды прессинг действий. Активно напрягали своих соперников мегинцы и в итоге заставили их ошибиться. Рустам Ларионов может пойти в обыгрыш. Он это любит и умеет делать. Но тут соперника сокомандника на этой позиции не оказалось. Сместился уже в штрафную. Рустам этого не заметил. Аут в пользу мирнинцев. Да. Геннадий на ближнего сыграл. Олег Олейников. Геннадий Сергеев на Инамжанова. Инамжанов вновь. Сергеев. Ну и тут на пути мяча вырос Николай Дьяконов. Встречу обслуживают арбитры, приглашенные из Центральной России, судьи Ассоциации мини-футбола. Так что люди, они абсолютно нейтральные. И, конечно же, очень и очень опытные. Почему это отмечаю? Потому что частенько, да, возникают вопросы, разговорчики по поводу того, что якобы представители судейского корпуса принимают решения
в пользу той или иной команды. Но на этом турнире судьи опытные. Никита опытный и нейтральный. Никита Никитин пробивал. Айсен Савин надежен. Ну и, конечно, вратарям сейчас очень мешает солнце. Поэтому мы на Айсене Савине видим головной убор. Ну, как в большом футболе, да? Но чем не Оливер Кан? Смотрим, как комбинирует, вернее, как начинает комбинировать футболисты мегинцев. Михаил Никифоров решил пробить. Но вот сейчас на подборе можно сыграть и что-либо допридумать. До прострела дело доходит. Рустам Ларионов вдоль ворот хотел мяч отправить. И вот тут Василий Мартынов видел этот прострел, прочитал и не дал игровому снаряду пролететь дальше. Ну, хотя, по большому счету, там и набегающих-то не было. Очередной удар от Михаила Никифорова. Вот на этом турнире, да, вот, кстати, я заметил то, что не так часто, как раньше, Михаил пробивает. С игры. Но с ударом-то мы знаем то, что у Михаила все в порядке. Очень сильный, плотный удар у 10-го номера мегинцев. И перехват тут может быть. И удар! Геннадий Сергеев 1 на 1 выходил. И в верхний угол целился 7-й номер мирнинской команды. Просыпаемся! Ну вот большой привет оператору. Евгений Скрябин забивает первый гол в этом матче команды Мигина Кангаласского Улуса. Евгений Скрябин сравнивает счет в этой встрече 1-1. Ну и как оживились собравшиеся любители спорта. Принял мяч, и Василий Мартынов оказался бессилен в этой ситуации. Евгений Скрябин очень хладнокровно реализовал этот выход 1 на 1. Но вот сейчас, конечно, да, пойдет. Игра очень интересная. Ну, либо же наоборот. При равном счете команды будут осторожничать. Ну, будем наблюдать. Так, все-таки первый на мяче игрок мирнинской команды. И тут нарушение правил. Да, Ярославцев, казалось бы, да? Казалось бы, что он будет вторым на мяче. Но смог ускориться. И Михаилу тут... Нет же, наоборот. Или аут все-таки был, мы из повтора вышли. Но я думаю, то, что все-таки аут был в пользу мегинцев. Потому что такое обоюдное столкновение было. Но вот сейчас уже не обоюдное, да? Игорь Кайсаров правила нарушал. Ну и, в принципе, это ударная позиция. Я думаю, Никифоров вообще хоть с центра может пробить. Ну, отсюда-то Михаил, я думаю, решится на удар. Так и есть. Михаилу мяча. Нет, Михаил пробегает мимо. А бьет-то другой игрок. И это гол. Это Эдуард Васильев. Афанасьев, извиняюсь. Эдуард Афанасьев. Ну вот, перехитрили, да, мирнинцев. Футболисты Мигина Кангаласского Улуса. Минутный перерыв взяла команда. Михаил Никифоров пробежал мимо мяча. И Эдуард Афанасьев пробил очень хорошо. И Василий Мартынов не смог ничего сделать. Давайте смотреть. Пробегает мимо Никифоров. Но туда Василий Мартынов не видел. Не видел удар. Но это нисколько
никак не отменяет заслуги Эдуарда Афанасьева, потому что Эдуард добил как раз по ситуации. Прекрасно оценил расположение игроков мирнинской команды в стенке. Но разбросанная стенка была, то есть не было такого, что 3 человека стоят перед воротами. Эдуард прекрасно оценил расположение игроков и понимал, что эту зону вратарь не видит. Можно сказать, что вопросы к Мартынову. Да, вот мы видим Каримов. Еще и рикошет был. Рикошет, да. Мяч коснулся ноги Каримова. Но сразу 3 игрока стояли перед бьющим игроком. И мы видели на повторе то, что Василий Мартынов вот чуть ли не на корточках сидит и выглядывает, оценивает ситуацию. И, конечно, рикошет свою роль сыграл. Еще один момент. Оживились мегинцы, оживились. 2-1. Напомню, что у мегинцев с забитыми мячами отметились. Ранее отметился Евгений Скрябин. Ну а на счету мирнинцев вот единственный пока мяч забил Никита Никитин. Ну, можно сказать, да, то, что у нас мегинцы принимают на этой площадке Мирнинский район. Хотя на самом деле номинально сегодня хозяева поля это как раз таки футболисты в белой форме. Но это номинально. На самом-то деле, где мы находимся? Мы находимся в Заречье, где все-таки хозяевами являются футболисты сборной Мегина Кангаласского улуса. Посмотрим, что предложат в ответ футболисты из Алмазного края. Тем временем остается играть у нас чуть меньше 14 минут. Но с учетом 2 последних минут, которые идут в формате чистого времени, наши 14, они, ну, на самом деле будут длиться где-то порядка 15,5. Геннадий Сергеев пробует пробить с острого угла, ну или сделать передачу. Михаил Никифоров еще раз блокирует. Ну, Никита Никитин и Геннадий Сергеев могут тут бьющего играть бесконечно и в скором времени заработать угловой. Видимо, есть какие-то проблемы вот с одним мячом, с одним из 4, который у нас задействован на этом корте, потому что я вот с вчерашнего дня замечаю то, что когда вот определенный мяч доставляется, да, игрокам, они просят поменять. Но играем мы на открытом воздухе, поэтому мячи улетают за пределы вот не только игровой площадки, да, но и всего хоккейного корта. И тут, конечно же, волонтеры очень сильно помогают, выполняя роль болбоев, если использовать термин из большого футбола. Динамика усиливается. Смотрите, тут больше движений уже. Движение активнее, быстрее. И борьбы уже больше. Ну, конечно, сейчас время играет в пользу мегинцев. По счету, наверное, будут играть мегинцы. И будут как-то активно действовать в атаке только при явных таких возможностях. Ну и надо, конечно же, еще и выдержать, погасить встречный прессинг. Мирнинцы сейчас активно пойдут вперед. Счет обязывает. И можно пробить. И есть удар! Хорошо вложился в этот удар Эльдар Инамжанов. Мне показалось, что Савин дотянулся до мяча. Но нет, от ворот. Ну, то, что с комментаторской позиции на общем плане кажется, что Айсен Савин все-таки дотянулся и нейтрализовал угрозу, это говорит о том, что попади в створ мяч, то страж ворот мегинцев ситуацию контролировал. И он бы
парировал этот удар. Мартынов в центре поля сейчас играет в качестве пятого полевого. Мартынов. Никитин. И Никитин будет бить! Ножницами пробивает Никита. Аут разыгрывают мирнинцы. Вот такие вот акробатические этюды у нас начинаются на паркете хоккейного корта в селе Барагонцы Усть-Алданского района. Инамжанов. Пас вперед. Снова Инамжанов. Геннадий Сергеев. Хотел протащить мяч, сдвигаясь к центру. Вновь Мартынов выходит. Сейчас, практически, можно считать, что пятого разыгрывают мирнинцы. Но без активного использования Мартынова. Вот сейчас, подключают Мартынова более активно. Передача не точная, но мяча коснулся Игорь. Николай Дьяконов, и аут в пользу мирнинцев. Кайсаров. Мартынов. Никита Никитин. Пока очень хорошо, компактно встречают соперника мегинцы. И смотрите, сейчас может получиться мимо ворот. Малого не хватило, чтобы обеспечить себе преимущество +2. В подкате хорошо как стелился, да? Конечно, игра в 5 полевых — это чревато последствиями. Это определенный риск. Вот за 9 минут до конца встречи, например, ты играешь 5 и пропусти 3, то это уже, конечно, задача заметно усложняется. Тем временем смотрим. Геннадий Сергеев, столь опытный игрок, как Гена, как-то небрежно обработал мяч, и в итоге заглохла такая вот потенциально опасная атака. Кайсаров. Справа настой, прострел в центр штрафной. И очередная попытка поразить пустые ворота. Как-то мирнинцы, допускают, вот эти вот потери. И вот сейчас тоже смотрим. И сразу решил пробить. А почему нет? Но сильно увлекаться атакой в большинстве не стоит. Кайсаров как тут хорошо действует. Продемонстрировал свою технику капитан мирнинской команды. Хорошо отборолись мегинцы. И сейчас попытка опять-таки поразить пустые ворота. Мартынов в падении все-таки дотягивается до мяча. И причем так дотягивается, что мяч, игровой снаряд, остается у футболистов в белой форме. Геннадий Сергеев. Кайсаров. Мартынов. Но тут Мартынов уже играет не основание ромба, он уже правее располагается. Вот последнего игрока у нас исполняет Кайсаров сейчас. Передача направо и обратно. Это, конечно, достойно очень хорошего сейва. И Аросин не зря празднует, потому что момент был опаснейший. Уже на пустые, считай, ворота ответная передача шла, и Аросин заблокировал ее. Продолжается атака. И тут же Аросин стелится в подкат и от греха подальше отправляет мяч в аут. Сразу же разыгрывают мирнинские футболисты. Инамжанов. Мартынов. Геннадий Сергеев. Мартынов. Инамжанов. Начинается выдаивать как качели. Инамжанов, все-таки при игре в 5 полевых наблюдается такой ощутимый процент брака в действиях мирнинских футболистов. Мегинцы уже 3 раза могли
Ну, это если стопроцентная, да, реализация была бы. 3 раза могли наказывать мирнинцев. Ну и минутный перерыв, как объявил диктор на арене, взяла команда Мегина Кангаласского Улуса. Ну тут, конечно, очень сумбурно у нас идет встреча, и надо, конечно, футболистам перевести дыхание, успокоиться и, само собой, получить наставление от рулевого касательно игры в оставшееся время. Что касается, ну, времени, да? Что у нас по времени? Меньше 6 минут. Ух! Мяч сколыхнул сетку, правда, с внешней стороны. Чуть меньше 6 минут. Остается и удар Геннадия Сергеева. Но сегодня у Гены что-то не идет дело в этом плане. Сколько уже пробил Геннадий? Пару раз, конечно же, пробивал очень близко, но пока что не точно. И смотрим момент. Николай Дьяконов пробивал. Так, штрафной в пользу мегинцев. Нет, это о другом сигнализировал арбитр. Мяч вели с ворот мирнинцы и как-то в спешке пошли вперед. Игровой снаряд потеряли. Атака. Но тут Эдуард Афанасьев не согласен с решением арбитра. Сбивал он Геннадия Сергеева. Ну и после остановки игры Эдуард сразу, конечно же, сигнализировал, да? О том, что судья, я играл в корпус в рамках дозволенного. Но судья принял иное решение. Стенки такой массивной у нас нет. Игроки стоят в разброс. Кайсаров пробегает мимо. Нет, свистит судья. Тут второму линейному надо провести профилактическую беседу касательно активности борьбы внутри штрафной мегинцев. Смотрим. Геннадий. Геннадий бьет, Айсет Савин. И добивание есть. И смотрим, Кайсаров. И добивание будет ли? Да! 2-2. 2-2. Счет сравнивает мирнинская команда. Вячеслав Ярославцев. Ну вот в этом и заключается, да, красота мини-футбола, дорогие друзья, когда ждешь ты удара, то что, ну вот сейчас-то удар будет, думаешь ты, но мастера на площадке вновь и вновь удивляет нас в плане количества передач при таких моментах. Но это и есть мини-футбол. Ну давайте разбираться, смотрим. Хороший удар от Геннадия Сергеева, Айсен Савин. Ну вот тут, да, конечно, не доиграл нужным образом Айсен. И Степан Степанов. Казалось бы, что будет бить в этой ситуации, но нет, сделал передачу и был абсолютно прав. Вячеслав Ярославцев поражал уже пустые ворота. 2-2. Ничья. Вновь ничейный результат на табло. Степан Степанов пытался сделать передачу. Порядка 30 секунд остается играть грязного времени. И потом у нас пойдут уже 2 оставшиеся чистые минуты. Но Геннадий Сергеев хорошо тут мяч проводил до аута. Хотя Геннадий уступал своему сопернику в габаритах. Но все же смог остаться на ногах и не позволить сопернику завладеть мячом. Никита Никитин вводит мяч в игру. Активизировались у нас болельщики. Михаил спешит, но вот
Да, выключился из эпизода Эдуард Афанасьев на один момент, да, буквально отвернулся и впоследствии чего вот не смог обработать мяч и упустил его в аут. Ну, конечно, да, на такой стадии в бронзовом финале нужно быть в игре каждую секунду, каждую миллисекунду, потому что вот такая ошибка может стать фатальной. Два-два. Напомню, что в случае ничейного результата в основное время у нас будут экстра-таймы. В экстра-таймах у нас минутных перерывов нет. То есть даже если тренер хочет что-либо доизменить, то он это будет вынужден делать в процессе игры. То есть докрикиваться до игроков и так далее. Но не будем забегать вперед. У нас, в принципе, знаете, вот 2 минуты в мини-футболе — это очень много. За 2 минуты счет может измениться несколько раз. Вот как раз диктор на арене, которым сейчас выступает председатель футбольного совета города Якутска и старший судья данного турнира Алексей Валерьевич Адамов. 2 минуты часов времени стартовали. Скидка тут не прошла. И сейчас Михаил цеплялся за этот мяч, но против него хорошо отборолись. Как играет в этом эпизоде Инамжанов это. Стоя спиной к воротам. Решил вот так вот, таким еле заметным касанием изменить траекторию полета мяча. Ну, Айсена Савина так легко не перехитришь. Да, Айсен Савин оказался готов к такому. Но если даже не готов был, то рефлексы на уровне. Ну и вот пошла игра на встречных курсах. Начались вот эти вот качели. Намжанов делает передачу обратно на Геннадия Сергеева. Геннадий разворачивается и бьет. Да. Рустам Ларионов протирает подошвы для лучшего сцепления с покрытием и начинает атаку своей команды. Последняя минута чистого времени у нас уже идет. Рустам. И бьет Рустам. Удар был явно ссор и очень хорошо пробил Рустам. Вячеслав Ярославцев подстраховал своего стража ворот. Еще раз пробует Рустам пробить, но на сей раз удар получился не столь мощным. И Василий Мартынов без какого-либо труда мяч зафиксировал. И вновь сейчас в атаку пойдут мегинцы. Напомню, что на кону у нас право взойти на третью ступень пьедестала турнира по мини-футболу. Третье место у нас разыгрывается. После этого матча мы сразу приступим к просмотру финальной игры. Ну, не в стык, конечно же. Дадим футболистам время для разминки. То есть небольшой перерыв у нас будет в трансляции. Ну, а пока надо, конечно же, разобраться с этой встречей. Звучит свисток. Да, основное время закончилось, и сейчас у нас будут экстра-таймы. 2 тайма по 5. Результата в основное время по положению назначается 2 дополнительных тайма по 5 минут. Да, все верно, по 5 минут. Фолы сохраняются. 2 по 5. Ах, даже фолы сохраняются. Интересно, вот, а по фолам мы видим табло как раз в кадре. Попросим задержаться режиссера. Так, ну 3-1, кажется, я разглядел на табло. 3-1 по фолам. Но это разница ощутимая. Так, смотрим. Так, у нас номинально же хозяева мирнинцы. Да, 3 фола у мирнинцев и 1 нарушение правил у мегинцев. Хорошее преимущество в этом плане у команды, у заречной команды, у Мегина Кангаласского улуса. Потому что сейчас начнется самая такая жара, когда будет очень много борьбы, накал страстей, эмоции,
это, конечно же, борьба. И когда у тебя один фол в экстра-таймах, да, то это, конечно же, намного и намного лучше, нежели 3. Напоминаю, что по правилам мини-футбола за 6 нарушений правил в рамках одного тайма, но это если касается основного времени, да, то за шестой и каждый последующий фол назначается пенальти, но не с 6 метров, а с 10. Поэтому мегинцам можно будет фолить чаще, нежели мирнинцам. Футболисты сейчас отдохнули, перевели дыхание. Ну а мы успели посмотреть хайлайт. Вернее, часть хайлайта, потому что футболисты уже вернулись на площадку. И давайте смотреть экстра-таймы. 2-2. У мирнинцев забивали Никита Никитин и Вячеслав Ярославцев. У мегинцев результативными ударами отметились Евгений Скрябин и Эдуард Афанасьев. Мегинцы могут вторые игры к ряду войти в число призеров. В 2019 году в Амге они стали обладателями серебряных наград. Ну и давайте смотреть Кайсаров. Передачу верхом ярославцев хотел выполнить, но не получилось. У мирнинцев стартовая четверка. И смотрите, момент, штанга! Содрогнулся каркас ворот после удара Юрия Афанасьева. Хорошая возможность была. И вот сейчас Рустам Ларионов не успел к этому мячу. Геннадия Сергеева тут прям зажали. Коллективный отбор, по итогам которой массированная атака уже не получится. Будет позиционная атака. Мирнинцы недовольны тем, что судья проигнорировал вот этот вот толчок в грудь со стороны игрока Амигина Кангаласского Улуса. Вот в начале первого экстра-тайма, да, вот игровое преимущество у мегинцев. Контролируют они мяч и проводят одну атаку за... Ну вот сейчас, да, на ровном месте Игорь Дегтярев отправляет мяч в аут. Геннадий Сергеев вводит мяч в игру. С Кайсаровым ведет перепасовка на своей половине поля. Навес вперед. Тут у нас Степан Степанов. Ну вот в плане физики, да, в плане габаритов и борьбы у мирнинцев преимущество. Очень рослые ребята выступают в составе команды Алмазного края. В подкате Никита Никитин пробивал. Айсен Савин парировал удар. Рослые, мощные ребята в Мирнинском районе. Ну, разве что Геннадий Сергеев не претендует на роль столба или человека, который отвечает за физическую борьбу, да? Но у Гены совсем другие задачи, чем он прекрасно справляется на этом турнире. И удар! Рустам Ларионов, который уже по счету удар в этой встрече. Уже последняя минута дополнительного времени у нас уже идет. Напомню, что мы играем 2 экстра-тайма по 5 минут. Эдуард Афанасьев отправляет мяч вперед и зарабатывает угловой. Но тут Геннадия Сергеева, да, у него не было времени, чтобы оценить, где кто. Дотянулся как смог и просто лишил возможности соперников мячом завладеть. Но это удар совсем, конечно же, не получился у Никифорова.
Разгоняется Олег Олейников. Вот несмотря на габариты, да? Очень старательно, но как бежит Олег Олейников. Так, тут у нас стычка. Красная карточка сразу. Но вот это эмоции желтая. Сейчас будем разбираться. Но, по всей видимости, Росина, да, удалили? Владимир... Предупреждение получил Нет. команды Микельмангласского Руса Владимир Аросин. Аросин желтую. Получил? А с красной-то что? Удален игрок команды Мирнинского района Олег Олейников, номер 8. Ну Олег Олейников тут, да. Олег Олейников удален за этот кивок. А головой Олег Олейников, ну да, боднул своего соперника. Дополнительный тайм 2-2. По-прежнему счет остается таким. Но было бы интересно глянуть на момент со стычкой. Да, и как мне подсказывают коллеги, у нас пропадал сигнал. Приносим извинения вам, дорогие друзья. Тут в один момент сигнал, конечно же, у нас прервался. Но надеюсь, что ничего интересного вы не пропустили. Но тем временем у нас сейчас после короткого перерыва начнется второй дополнительный тайм. Если же по итогам последующих 5 минут игрового времени мы не сможем определить победителя, то приступим к серии пенальти. И хайлайт. Да, хотел сказать, минувшего дополнительного тайма нет. Это общий хайлайт. Видим гол Евгения Скрябина. Ну как спокойно начинался матч, да?
И какие страсти сейчас у нас на паркете. Вплоть до красных карточек дело дошло. Ну, это понятно, бронзовый финал, матч за медали. Ну и, конечно же, вообще в целом встреча очень напряженная. И как же обойтись без эмоций, да, в такой игре? Хочешь, не хочешь, тут все находятся в таком возбужденном состоянии. Футболисты вернулись на площадку, на паркет. Дается свисток, и заключительная пятиминутка у нас стартует. Второй дополнительный тайм. Мирнинский район и Мегино-Кангаласский улус 2-2. Ну и в финале нас ждет встреча города Якутска с Усть-Алданским улусом, с первой командой Усть-Алданского улуса. Усть-Алданцы, конечно, молодцы на соревнованиях, в своих домашних соревнованиях вышли в финал. Тем временем четвертый фол мирнинской команды. Крайне недовольны были мирнинцы этим фактом. Что-то очень активно оспаривали. Ну и захлебнулась атака мегинцев. Мирницы начинают от ворот Кайсаров. Степан Степанов разворачивается. Передача на Кайсарова. Ярославцев выполнил неточную передачу, но тут же вот Михаил Никифоров, да, вот показывает, ну, дай в ноги, зачем на ход так сильно? Потому что Никифоров вот выбегал на свободную зону. Но тут Савин, конечно, будет первым на мяче. Ярославцев. Очередная неточность. Смотрим. Геннадий Сергеев. Кайсаров. Вновь Кайсаров. Сергеев. Никитин. Первая четверка сейчас на паркете у мирнинцев. Ярославцев. Сергеев. Да, хотел оставить мяч Никитину, но столкновение. Ну и Сергеев приносит извинения. Видимо, стелился в подкат Аросин. Ну, может, наступил, не знаю. Но это судьи трактовали как игровой момент. Во всяком случае, Геннадий извинился. Ярославцев закидывал мяч на ход Кайсарову. Мегинцы мяч перехватили. Никифоров против Ярославцева. Ну и Рустам Ларионов идет в обыгрыш. Прострел вдоль ворот будет. Попытка есть. Ярославцев блокировал. Афанасьев направо и удар с острого угла. Последние 2 минуты второго дополнительного тайма. Время чистое. Так, Алексей Валерьевич информирует о том, что началась уже последняя минута второго дополнительного тайма. Мирнинцы полным составом у себя встречают своих соперников. Ярославцев. Мяч потерял. Никифоров хорошо тут корпус поставил, но тут же ответная потеря. И сейчас Асен Савин. Все хорошо. Видел, оценивал страж ворот мегинцев и, конечно же, молниеносно выбежал. Казалось бы, потеряли мяч мирнинцы, но нет, смотрим, Никита Никитин. Одним касанием принял мяч, другим пробил. Мяч должным образом не лег на ногу, и мы видим то, что мимо дальней штанги отправляет 9-й номер мирнинцев.
Но Михаил Никифоров тут, ну, именно с целью заработать аут. Бил по мячу. Ну или на авось там, долетит, кто-то замкнет. Ларионов играет направо. Это Эдуард Васильев делал передачу. Но с обработкой у Жиркова тут возникли трудности. А сколько у нас там остается, интересно? Последние секунды. Все идет к серии пенальти. Ну, всем не угодишь, что недовольные, конечно, всегда будут. Работу судей или вообще оценку ситуации на паркете, конечно же, все делают по-разному. Геннадий Сергеев против Эдуарда Афанасьева. Мегинцы мяч перехватили. Так, быстро тут убежать не получилось. Никифоров на Ларионова. Ларионов налево на Жиркова. И капитан Мегинцев решается на удар. Ну и Мартынов выносит мяч. Никитин на противоположный фланг мяч Так, продолжается атака Мегинцев. Жирков. Мяч в игре. Этот Рустам Ларионов. 19 секунд. На месте. 19 секунд до конца второго дополнительного тайма. Тут Эдуард Афанасьев очень грамотно сыграл в корпус. Разворачивается Жирков, и Кайсаров его сбивает. Нарушение правил. Мирнинский район, 5-й фол. 5-й фол. Ну, тут, конечно, секунд осталось мало. Я про то, что если даже как-то подставиться под нарушение правил, да, ну, времени тут, я уверен, что вообще осталось меньше 10 секунд. И тут, в принципе, не важно, 5-й или 4-й, это фол у мирнинцев. Тут, я думаю, осталось времени для того, чтобы как-то разыграть это стандартное положение, попытаться успеть довести дело до удара. Смотрим. Афанасьев заряжает, и как бы тут на контратаку не напроситься. Никифоров. И все, звучит свисток. И такой вот удар Эдуарда Афанасьева закрывает второй дополнительный тайм. Нас с вами ждет серия пенальти. В случае ничейного результата назначается серия из 5 послематчевых 6-метровых 5. ударов. 5 ударов, оказывается. Прошу прощения за дезинформацию. Просто на турнирах, да, вот, например, чемпионат города, кубок мэра, у нас обычно пробивались 3 удара. Но регламент, да, в этом плане я не читал. Так что 5 ударов, ну, нам же лучше. 5 ударов это интереснее, чем 3. Но будем ждать начала серии пенальти. Настраиваются команды. Боевой. Вот этот вот клич. И футболисты выходят. Ну и судьям сейчас надо проконсультироваться с представителями обеих команд касательно того, что в какие ворота будем бить. Нам это тоже интересно узнать, потому что направим мы все камеры в эту сторону. Ну вот как раз, да, общаются арбитры с Кайсаровым и Никифоровым. Будет также жеребьевка. Ну и видим, футболисты Якутска уже на паркете. Конечно, сейчас после серии пенальти сразу начнется у них разминка. И мы после небольшого перерыва начнем просмотр финального матча. Напомним, в борьбе за золото турнира у нас встречаются команды Якутска и Усть-Алданского района. Тоже интереснейшее противостояние. Да, в эти ворота будем бить. И первая мини-дуэль — это Василий Мартынов против Михаила Никифорова. Михаил Никифоров — настоящий лидер команды. Человек с потрясающим ударом. И не буду каркать, конечно же, ну,
С нервами у него должно быть все в порядке, и именно поэтому он идет первым наносить удар. Так, арбитр тем временем консультирует стражей ворот, наверное, касательно того, что в какой позиции должен находиться вратарь соперника в момент удара. Ну и смотрим. Покиньте поле. Фотографы в том числе. Итак, смотрим. Первый удар в серии пенальти. Михаил Никифоров. Разгоняется Михаил. 1-0. 1-0. Нервы у Михаила не дрогнули. Ну, Мартынов гадал. Вправо от себя угол двигался Мартынов. Так, а у мирнинцев кто идет? Вячеслав Ярославцев. Айсен Савин. Тоже как Мартынов, да, ну тут не такое явное движение, что гадал, да. Тут, конечно, это дело тонкое. Во всяком случае, Айсен Савин сделал движение вправо. Вот чисто по мини-футбольному, да. Тут же у нас вратари не как в большом футболе прыгают, да. Наваливаются там в угол. Ну, это по мини-футбольному. Просто резкий шаг в сторону. Без какого-то особого наклона тела и так далее. Вот чисто мини-футбольный сейв. Итак, смотрим. Игорь Дегтярев против Мартынова. Игорь Дегтярев. Ну, это сейв Мартынова. Сейчас успеем ли посмотреть повтор? Мне показалось, что Мартынов все-таки носком, да, перевел мяч. Да, быстренько посмотрим повтор. Ну, тут... Ладно, ставим это на потом. Если даже коснулся и не коснулся, но во всяком случае сейчас будет следующий удар. Ну, это сильно, конечно, это сильно. Это Геннадий Сергеев вколачивает мяч. После по два удара пробили команда 1-1. По одному удару реализовали футболисты. Эдуард Афанасьев ставит мяч на точку. Смотрим. Эдуард Афанасьев выводит вперед свою команду в серии пенальти. 2-1. Но и заряжает публику, и в том числе своих сокомандников Эдуард. Это в серии пенальти очень важно. В левый от себя угол пробил Эдуард. Сильно. И что самое главное, точно! Так, ну из повтора мы, конечно, вышли с опозданием. Ну и, как я понимаю, не смог забить. Нет, или да, все-таки реализовали попытку мирнинцы. Аросин против Мартынова. Аросин забивает. 8-й номер Мегинцев. Очень уверенно и хладнокровно. Ну, сколько, да, уже ударов у нас в левый угол. И Кайсаров. Капитан мирнинцев Игорь Кайсаров. И как спокойно Айсен Савин, да? Спокойствием он ждет этого удара, но Кайсаров пробивает, конечно же, очень мощно верхний левый угол. Тут будь спокоен, не спокоен, но до такого дотянуться не знаю. Удар уж очень сильным и точно получился. Рустам Ларионов. Тот же угол. И также сильно и точно пробивает Рустам. Так, у нас, по моим подсчетам,
4-3. Сейчас пятый удар будут наносить мирнинцы. Степан Степанов против Айсена Савина. Смотрим. Степанов. И Айсен Савин! Савин! Айсен Савин! Приносит бронзовую медаль своей команде. Конечно, это заслуга всей команды, но героем серии пенальти становится Айсен Савин. Дотянулся до мяча, мы посмотрим это на повторе. Смог, там еще штанга, кажется, была, но Айсен мяч парировал. Ну, это, знаете, вот судьба возвращает долги, когда Айсен был очень близок к тому, чтобы в 2019 году принести своей команде золотые медали в серии пенальти с Якутском. И вот сегодня, ну, Айсен будто бы чувствовал, да, вот от штанги, от игровой обуви Айсена, и затем уже руками он просто на всякий случай мяч в сторону центра поля отправил, и тогда уже стало понятно, что серия пенальти выиграна. Тогда Айсен Савин был в АМГе, да, в 2019 году близок к тому, чтобы принести победу своей команде. И спустя вот 3 года в Усть-Алданском районе Айсен Савин приносит бронзовые медали Мегино-Кангаласскому улусу. Поздравляем мы мегинцев с этим успехом. Бронзовая медаль на играх — это, конечно же, результат прекрасный. Это была очень интересная игра, друзья. 2-2. В основное время 2-2 в экстра-таймах. И в серии пенальти, точнее, со счетом 4-3. Мегинцы оказались точнее. И видим, как празднуют ребята этот успех. Еще раз поздравляем футболистов Мегино-Кангаласского улуса. Поздравляем всех жителей этого района, всех болельщиков. И благодарим обе команды за эту потрясающую игру. Ну а мы, друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию хайлайт минувшей встречи, после которого будет небольшая пауза. Мы приступим к просмотру финала. Ну и качают, да, подбрасывают Айсена. Действительно, очень лично я рад за Айсена, потому что вот что было в 2019 году и сейчас, и этот гештальт закрыт. Айсен, красава. Ну что ж, а мы на этом уходим на перерыв и встретимся с вами во время финальной игры. Оставайтесь с нами, друзья.
Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. С 4 июля в Якутии камеры начали фиксировать непристегнутый ремень в автомашинах. При этом административный штраф будет выплачивать именно владелец машины, независимо от того, кто не пристегнут – водитель или пассажиры. Об одном из самых распространенных нарушений правил дорожного движения в следующем сюжете. Водителю автотранспорта и всем пассажирам необходимо быть пристегнутыми ремнями безопасности. Это простое, но обязательное к исполнению требования закона входит в учебную программу всех автошкол. Пристегивайтесь. Заводим автомобиль. Сцепление выжили. Заводим. Мое мнение насчет ремней безопасности. Это очень хорошая вещь. Я думаю, что надо носить, надо одевать. И это цель вашей безопасности. Сейчас то, что поставили камеры, это очень сильно способствует то, что будут все водители носить, одевать ремни безопасности. Как показывает статистика, наибольшее количество ДТП с тяжкими последствиями происходит в тех случаях, когда водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Сам по себе ремень безопасности не предотвращает ДТП, а смягчает его последствия. Я считаю, что ремень безопасности действительно важен и нужен. Как при лобовом ударе, так же при перевороте автомобиля он поможет мне удержаться в машине. То есть больше шанс выжить. И тем более мы обязательно пристегиваемся. Ремень безопасности очень важен для себя. И всегда одевайте ремень безопасности. Чтобы снизить смертность при ДТП, всех в салоне автомобиля заставляют пристегиваться и ввели штраф за езду без ремня безопасности. Так, за 5 месяцев этого года сотрудники госавтоинспекции Якутии выявили более 16 тысяч водителей, которые нарушили правила. Фотофиксация у нас ведется в онлайн-режиме. Это, получается, у нас пока будут установлены при выезде с города, то есть где-то в Вилюйский тракт, Покровский тракт, на факт соблюдения водителями и пассажирами на пристегнутый ремень безопасности. Совершение указанного деяния влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. Также хочу сообщить, что данный штраф будет направляться собственнику транспортного средства согласно статье 2.6 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. А теперь в помощь сотрудникам ГИБДД в выявлении правонарушителей подключились новые технологии – камеры с искусственным интеллектом. Наличие или отсутствие ремня на сидящих в автомобиле людях определяет нейросеть. Ответственность за нарушение правил применения ремней безопасности предусмотрена статьей 12.6 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Жизнь дается один раз, здоровье тем более, поэтому я не хочу рисковать своим здоровьем. И другим также советую, пристегивайтесь. В этом ничего сложного, но свое здоровье вы сбережете. Сотрудники ГИБДД вручную проверяют каждое нарушение, зафиксированное умными камерами, и вносят окончательное решение. Поэтому допущения ошибок минимальные. Майя Гоголева, Александр Слепцов, Якутск. В июне открылся первый и единственный в республике пункт автоматического весогабаритного контроля. Он находится на 65-м километре автомобильной дороги УМНАС в районе села Ой в Хангаласском Улусе. Продолжит наш корреспондент. С этого сезона Якутцемент уменьшил перевозимый объем большегруза. За всем теперь следят специальные работники и автоматика. Из числа покупателей строительных материалов остались только честные. Те, кто готов вывозить груз в пределах весовой нормы. Приехала машина, приносят нам путевые и ждут очереди. Заезжают по очереди на весы, взвешиваем их пустые, потом грузятся. Нам насыпщик догрузилось сколько там. Заезжает на весы, нам насыпщик звонит, мы говорим ему, сколько загрузилось. Может догрузиться надо, а может уже отписываем, норма. Но не все большегрузы придерживаются допустимых норм перевозок. Именно для контроля таких автомобилей на республиканской дороге УМНАС в прошлом году начал работать в тестовом режиме комплекс фото-видеофиксации. Автоматический пункт фиксировал превышение весогабаритных параметров машин и размещал результаты в интернете. Без передачи информации в уполномоченный контрольно-надзорный орган. Сейчас же водителей, превысивших предельный вес, будут штрафовать. Наконец-то поставили у нас весовой контроль
давно об этом слышали. Тот весовой контроль, который у нас сделан, я бы с вами телевидением проехал бы по Дальнему Востоку федеральному округу. Он один у нас работает. Он не в Сахалине нет сейчас. Я гружу Семен Чукотку, я гружу Магадан, я гружу Алдан. Нигде весовой контроль нету. Комплекс фото-видеофиксации позволяет автоматически контролировать дорожный трафик, взвешивать и определять размеры транспортного средства без его торможения или полной остановки. Автоматика также способна определять скорость и фиксировать номера машин. Пункт весового и габаритного контроля имеет 9 камер. Также автоматический комплекс фото-видеофиксации оборудован сканерами. На асфальте находится устройство, считывающее вес транспортного средства и количество скатности. Воздействие колонн больших грузов на асфальт видно невооруженным глазом. Перегруженные монотонные машины попросту превращают дорожное покрытие в сплошную колею с ямами и выбоинами. Сейчас вот ездят 80, даже больше тонн, да. Но дорога рассчитана